Спасибо, Наталья Петровна. Я сижу между двумя Саргланами, Саргланой Семеновной, Саргланой Васильевной, нашими ведущими лидерами и идеологами развития города Якутска как культурной столицы Арктики. И согласно устойчивым народным поверьям, наши планы сбудутся. А планов громадье. Прежде всего, будущий год – это столетие нашей государственности якутской. И плюс, что очень важно, по нашему месту силы – это 85 лет нашему уважаемому первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву. Мы все, его современники и соратники, безусловно, думаем об этом и думаем, как это лучше провести с целью придать достойное значение этим двум событиям и увидеть, определить, продвигать наше место, я бы сказала, в мировой истории и направлять судьбы наших народов к лучшему будущему. Я благодарю Наталью Николаевну и наших уважаемых лидеров Сарглану Васильевну и Сарглану Семеновну за то, что сегодня мы с вами все вместе собрались, и всех тех, кто сегодня присутствует на нашем онлайн-общении. Мы с вами сегодня собираем свои интеллектуальные и иные ресурсы, чтобы решать вот эти поставленные задачи. Мы стояли у истоков появления этой библиотеки. И по сей день мы стремимся, чтобы это место силы, большой силы, приобретало бы еще дополнительные ресурсы и расширяло бы свой масштаб, масштабировать. И я была, конечно, в музеях государственности нашей республики, посвященных нашим выдающимся личностям, создавших нашу государственность. У них свои концепции и свое видение, и решают задачи, прежде всего, историко-мемориального характера. Историко-мемориального характера. А данный центр, Николаев-центр, решает задачи перспективные. Как дальше будет развиваться наша государственность? Как изыскать пути лучшего будущего наших народов? Поэтому и вот целевая направленность и задачи, решаемые Николаев-центром, имеют вот такую вероятностную модель. Эта вероятностная модель может быть сформирована, исходя из опыта имеющихся президентских центров. Вот поэтому мы сегодня сосредотачиваемся только на нашем видении, как мы будем отмечать 85 лет и как мы будем организовывать уже принятое решение форума президентских центров. Я только что приехала из Тюменской области и из Ямало-Ненецкого округа, из Салехарда. Вот благодаря поддержке нашего ректора Кики Сарглана Семеновны я там участвовала на международном конференции «Ямальские гуманитарные чтения» по приглашению научного центра по изучению Арктики. Вот это 10 лет этот центр Ямальский работает, и в этом центре работают люди в основном приезжие, но в то же время за этот период они полностью сейчас стали продвигать интересы региона и его жителей. Поэтому они являются для нас очень надежными и продвинутыми соратниками и коллегами. Вот благодаря тому, что они эту конференцию организовали, эта конференция у них 90-х годов идет, мы, значит, приняли более 8 человек из Якутии, приняли участие на этой конференции и также нас очень активно, доброжелательно
принял губернаторский музей новейшей истории Ямала. Так это называется. Губернаторский музей новейшей истории Ямала. И этот музей создан первым губернатором Ниеловым. Это очень интересно по той причине, что он сам, Юрий Васильевич, сам вложил средства, сам утвердил, разработал видение и концепцию этого музея, и сейчас, и теперь он, будучи членом Совета Федерации, постоянно приезжает в Салехард и участвует в работе этого музея. Он работал губернатором, точь-в-точь начал, как наш Михаил Ефимович. И отработал 3 срока, в отличие от нашего, которому мы позволили работать только 2 срока. И за эти 15 лет он настолько решительно, эффективно руководил, что по сей день ямальцы с благодарностью почитают его имя и считают, что им в то время очень сильно повезло, и последующие губернаторы еще не доросли до его качеств, до его управленческого результата. Поэтому вот этот его музей весь дышит, с одной стороны, благодарностью посетителей к нему, а с другой стороны, в этом музее видна история борьбы за региональные ценности, за повышение качества жизни жителей именно Янао. Вот. То есть это первое, что я хочу отметить, это чувствуется вот атмосфера, энергетика. С одной стороны, самоопределение Ямало-Ненецкого округа как самостоятельного округа, который отпочковался от Тюменской области. А в то же время стремление сохранить федеративную целостность. В Тюмени и Салехарде есть даже самые длинные улицы под названием улица Республики. Я прямо поражалась, почему у вас республика? Мы вот республика, но не имеем даже половину площади под таким именем республики. Площадь Ленина мы хотели переименовать половину, и то не дается. А у вас есть, оказывается, это у них, они в этом не видят никакой сложности, никакого подвоха. Эта улица раньше у них была Тюменская, раньше была улица Царская улица, когда проезжал наследник царя, а потом, когда февральская революция случилась, они его переименовали в республику. С тех пор эта традиция сохраняется. Вот. И вот теперь, значит, у них полностью вообще меняется сама концепция народонаселения. Вот, пожалуйста, вот их реклама. Добро пожаловать в Тюменскую область и слоган «В Сибири по доброй воле». В Сибири по доброй воле. Вот слоган меняется, и, соответственно, ментальность, все население, значит, поворачивается лицом к Арктике. Они считают себя жителями Арктики, что очень важно. Но в то же время, поскольку у них отсутствует вуз культуры и искусств, то, соответственно, все эти культурные проекты у них провисают, не выходят на тот уровень, который мы, допустим, вот себе позволяем. Вот сейчас вы видите, у нас сидит ректор Федерального вуза культуры и искусств, и общаемся по поводу конкретного предмета. Подобного у Салехарде быть не может. Но в то же время я хотела бы сегодня обратить ваше внимание на то, какие могут быть концепции и реализация музеев вот высокого уровня. В данном случае губернаторский музей. Он меня поразил множеством своих достоинств. И я поговорила с их ведущими специалистами, и
предложила в случае чего, если у нас на месте, у нас в Николаев-центре сочтут нужным, организовать онлайн-общение, поделиться опытом и расширить наше информационное и коллаборационное пространство. Значит, у них в музее есть вот такой буклет, называется «Семейный путеводитель». Я здесь это оставлю. В этом семейном путеводителе, значит, представлена прежде всего карта музея, как она выглядит, куда можно пойти и так далее. Затем есть у него залы, и первый зал – это общий зал, как это в целом исторического такого плана. Второй зал – это сразу начинается зал начала 90-х годов. То есть как Ниелов начал формировать Ямало-Ненецкий автономный округ. Угу. Затем, значит, мы выходим на зал второй. Это называется команда «Полярный круг человечества». Как вы знаете, Салехард стоит прямо на линии полярного круга. Они это обыгрывают вот в таком масштабе, как полярный круг человечества. И они это видят как роль Ямало-Ненецкого округа в этом человеческом развитии. Затем у них идет зал четвертый, это начало Земли. Начало Земли. Имеется в виду, что есть в салехардских недрах, какие палеонтологические, какие недровые ресурсы имеются. Там у них были найдены и мамонты, и все это такие подобные ископаемые, и вообще, в общем, различные ископаемые, и нефть, и так далее, и газ, всякие минералы различные, руда, и так далее. Вот это все, значит, они показывают. И пятый зал – это преемственность, будущее. Какие у них руководители, какие у них планы, какие у них стратегии, и, значит, и предлагают это молодым семьям, детям, вот различные вот такие кроссворды, всевозможные тесты, рисунки и так далее, чтобы они могли это сделать и тем самым приобщиться визуально и интеллектуально к содержанию этого музея. То есть музей рассчитан на семейное обозрение и рассчитан на их восприятие. Кроме того, у них есть также и анкета своих экспозиций, как это оценивается, как вы восприняли, какие наиболее интересные экспозиции, какие ценности транслируются, и как ваше представление о периоде 90-х по сегодняшний день и какие важные моменты современной истории следовало бы фиксировать в данном музее, и как образное пространство, информационное пространство они воспринимаются, на какие предметы и эмоциональные впечатления, и как это ваше воспоминания, как вы фотографии, как вы, в общем, вот это посещение вы как усвоили для себя, что вы с ними будете делать своими впечатлениями далее. То есть вот такой просветительско-педагогический уклон вот этого музея. Итак, значит, сейчас я хотела бы вам продемонстрировать фотографии оттуда снятые. Ага, можно подключить? Они немножко в таком разбросанном виде, логически не построенные, но просто впечатление. Вот видите, это вот первый зал, где рассказывается о Салехарде. И каждая, вот видите, кнопочка, вот каждая кнопочка раскрывает содержание вот этого. Музей исключительно мультимедиен. И это только как бы начало. Если нажмешь, то вся информация о них выйдет. Так, далее. Вот, значит, музей у них как в виде чума внутри, кругляшка. Вот это входная часть. Входная часть, как вы видите, коврик с ненецкими орнаментами. Вообще ненецкий орнамент в Салехарде и вообще Янау очень сильно распространен. Везде, всюду есть. И вот, как вы видите, олени, и все это украшено различными цветами. И все это, значит, их, как вы видите, различные и коренные народы, и оленеводство, в общем, знакомство
в этом круглом пространстве с тем, что есть. Даже есть вот численность коренных народов. Здесь вот мы видим в центре первого доктора социологических наук Анатолия Николаевича Силина. Оказывается, там 60 докторов наук социологии в Тюменской области. Вот в Тюменской области и Салехард очень дружно живут вообще. И вот это наша делегация виднеется. Ага, далее. И вот, значит, они вот рассказывают в начале 90-х, чуть-чуть обратно, какие у них были в то время, вот сколько граммов хлеба, колбасы, в общем, все, что было в то время, да. Как, в общем, трудно жилось в начале 90-х годов, прежде чем они ушли в, так сказать, самостоятельность. Миграционные, там, чемоданы и так далее, к самолету и прочее. Далее. Вот теперь это соратники. Соратники Ниелова. На каждую можно нажать и получить исчерпывающую информацию и видео даже, в виде мультимедийных информаций. Так, далее. Вот видите, притом, обратно, будь добр. Обратно перекрути. Вот видите, наверху, как вот видите, Головнева Андрея Владимировича, этого нашего члена-корреспондента Академии наук. Да, Кунстамиржа, директор. И вон он много сделал для них, изучал. Действительно так. И вот он, пожалуйста, тоже один из научных соратников Ниелова. Далее. Вот, значит, стены обклеены реальными газетной информацией. В этой газетной информации есть много ценного, именно, как говорится, дух того времени, конфликтного 90-го. Чувствуется, да, ведь? Ага, очень хорошо. Хороший такой дальше? Смысл. Да. Дальше. И вот наверху еще идут всевозможные там информация. Вот видите, это 90-х годах. Салехард должен иметь лицо столицы. Это как они ставили в то время. Действительно, в 90-х годах я была в Салехарде. Это было деревянное, скосившееся село с сломанными деревянными тротуарами. Ага, это был чистый ужас. А сейчас это просто невозможно поверить, что ты ходишь в Салехарде. Угу. Как будто сон, другой мир. Сон и яв. Ага, дальше. Так, вот иначе вот это все его соратники, каждого, вот как я уже сказала, можно так. В то время, как видите, вот по алфавиту идут. Их много. Это соратники, много. Да? Да, его соратники. Ага. Вот наверху это вот, движение, динамика, вот миграционный рост населения, там всевозможные экономические показатели, вот это выборные всякие, вот видите, будет город сад или нет в таком плане, вот это все, вот эта борьба, когда мы даже делаем, допустим, суверенитет, было же очень много таких статей спорных, и это вот подобные опубликовали, да, далее. Вот это значит образ Салехарда в таком виде. Это конструкцию, видите, и они превратили в парус. В общем, много вот таких конструкций в разных поселениях Янао, которые они здесь сделали как макеты. В результате республику, то есть округ видишь, где что создано интеллектуально и креативно. Далее. Вот, вот его даже был статья «Сепаратист» о нем, когда стал президентом. Вот, и это все у них это опубликовано прямо на стенах. Так, далее. Вот, пожалуйста, тоже. Вот, да, это тоже вот виден это скульптура горизонта пришедшие. Город, видите, Тарка Сала. Вот у них все, а вот справа вот видите их знаменитый полярный круг, который прямо в Салехарде. Вот то есть они вот этих скульптурно очень хорошо выражают особенности самого Янао. И это все выставлено в этом музее. Далее. Вот это их самая важная конструкция. Я в прошлом, в 2014 году была там, получала
благословение Ямал-Ири, это шаман ненецкий, который, значит, с бубном ходил вокруг этого и нас там благословлял. Сейчас эта конструкция находится на ремонте, но впечатляет это с аэропорта в Салехард по пути. Это прямо реально такая большая конструкция в городе. Да, это при входе в город. Большая красивая конструкция. Очень хорошо. Да, далее. Ну вот видите, вот эти все шарики, вот они все это какие-то крутящиеся, в них там какие-то информация поступает, и вот наверху вот видите различные телеустановки, и в них тоже ты по заказу можешь просмотреть. Экраны такие. Да, что делать. Там они тематические, они тоже разбавлены, рассортированы. Так, далее. Ну вот, допустим, вот они вот такие информацию спокойно печатали на всех стенах и показывают. Да, действительно, это было очень важно. И что он сделал, результат тоже показывает. Так, далее. Ну вот теперь это у них самое главное, я бы сказала, зал. Вот видите, как они себя представляют. Ямал – это не край земли, а ее начало. Они даже изображают что-то начало человечества вообще. Ага. И, соответственно, вот видите, мультимедийно они вот изображают все эти процессы превращения Ямала в начало и в развитие, состояние развития. Так, далее. Ну вот эти финтифлюшки, вот как карта, она вся светится, где что добывается, где что делается. То есть все эти, они информативны. Это карта Янау. А наверху, вот сверху, идет мультимедийный огромный экран, где идет вот это начало зарождения планеты Земля. Она все там бурлит, она все там сверкает, она все там вулканирует и тому прочее. Так далее. То есть это вот ямальский разрыв, ямальские недра и становление планеты, они как-то корреспондируются. Там они также используют специально ямало-ненецкие, хантийские, мансийские народное прикладное творчество. Прикладное творчество, много вот таких изделий из кости. Вот это у них ремень. Кстати, вот этот ремень, который подарили Ниелову общины ненцев, как признание хозяина тундры. И это хранится там. Так, далее. Вот все эти символы их районов сделаны из кости, притом довольно крупные. И они все вот таким образом вывешены. Прямо вот это круглом зале со всех сторон, эти символы их районов, исполненные народными мастерами. Далее. Вот это то, что я вам говорила, вот вулканирует вся эта планета, и в то же время жизнь Янау. Начало. Да, добывающего. Они вот с этим как-то так зрительный ряд совмещают. Да, дальше. Вот они всякие там, что там живет, они вот таким крупным планом показывают. Это комарик. Так, далее. Ну вот, и вот освоение. Они считают, что они освоены через поморов, и вообще их место в арктической России, имперской России и далее в советской России, теперь современной России они там объявляют. Вот видите, внизу стоит вот этот их берег, она вся вот такая цветная, и видно, что они добывают топливо для огромного пространства. Это внизу, которые, да, видите? Да, внизу. Ага. А вот это слева от помор не произошли. Это путь поморов. Вот видите, они вот путь поморов вот зрительно совмещают с современным местом Янао для топливного комплекса России и мира. Как они дают свет и тепло. Так далее.
Ну, вот это теперь, значит, как судоходство у них, то вот коч, вот это первое, а потом к ледоколу пойдут, боже мой, и все это обыгрывает очень активно, и все это двигается, все это музицируется, звуковой ряд и так далее. Далее. Ну вот это уже современные ледоколы пошли. Далее. Да, ага, как они. Вот внизу остается Салехард, ага, вот это вот внизу, вот это, как вы видите, вот это острог Абдорский, каким они приехали на кочах, а теперь они на ледоколах, так сказать, плавают. Ага, далее. Вот это их мосты, которые у них много возводят, у них, оказывается, много мостов. Вот вы видите налево вот эти все символы отдельных районов этого Янао, тоже все отражены. Так далее. Ну, вот это Артюхов, который сейчас действующий губернатор, я его слушала, помните, да? Мы с тобой были, да? Исландии, Рейкьявике. Он блестяще выступал, представлял Россию. Хорошо говорит на английском и хорошо реагирует на всевозможные ответы. В общем, я считаю, что им стоит гордиться. Он тоже местный уроженец Янао. Так далее. Ну вот теперь вот и предыдущий, после него был Кобылкин, которого тоже они считают вполне добросовестно работал, но все равно лучше Ниелова никого нет еще в губернаторском кресле. Так далее. Вот, когда входишь, вот тебя встречает вот такая глыба. Это лед Ледовитого океана, на берегу которой находится это. А наверху вот Росатомфлот. Как они осваивают вот этот Ледовитый океан с российскими этими триколором. Так, далее. Ну вот теперь их конференц-зал. Вот их конференц-зал оформлен как в виде какой-то палубы или какого-то кубрика. И по всем стенам это расположены подарки, даренные первому губернатору. Угу. Колор, вот видите, зеленый. Они вообще очень любят зеленый цвет, поскольку у них, видимо, мало зелени. Так, далее. Ну вот он даже свой подарок, вот это Ниеловское письмо, там наверху текст, и высший знак, который ему дали со всеми бриллиантами и прочими, он там держит, это музей. Так, далее. Ну вот, значит, вот этот вход, который нас встречает, и вот это вокруг, это как бы гостевая точка, почему я фотографировала. Вот вокруг этой кругляшки можно сидеть, разговаривать, видеть все вокруг, вникать во все эти экспозиции. Так, далее. То есть экспозиция прямо к человеку приближается. Далее. Вот это вход. Как это выглядит? Вот Ямал, новейшая история, музей Юрия Ниелова. Это с улицы. Да, ведь на улице. Это с улицы я сняла. Ага. И вот светящаяся изнутри. Ага. Напоминает как скандинавские какие-то модели, да, архитектуру. А наверху, как опять же, ненецкий орнамент. Рога оленя. Угу. Они очень уважают вот это ненецкие орнаменты. Везде используют. Так, далее. Сюда. Ага, вот это конференц-зал, где у нас была конференция, как вы видите, она обставлена тоже многими экспонатами самого музея. То можно сидеть и взять книгу с этого полки, читать, там смотреть, вникать, так далее. Кстати, у них очень хороший вот мультимедийный центр, и когда у нас были конференции, все онлайн, очень хорошо участвовали, никаких осечки не было. Угу. Сильно поставлено. Вот, значит, и в этом музее вот это проводят очень много различных, как они сказали, мероприятий, научных и общественных мероприятий, и встреч. Так далее. Это сидит директора научного центра. Ну вот все, да? Ага, вот таким образом, как я могу сказать, я отсюда мысль, какую я вынесла. Во-первых, этот музей концептуально очень стройный.
он раскрывает именно новейшую историю, не скрывая вот этого процесса становления Ямало-Ненецкого округа в современном именно виде. Второе, чего у них не хватает, как мне показалось, я им самим сказала, они, правда, это не разделили, да, что у вас не видно поддержка коренной интеллигенции. У них этого нет. Я так все равно убеждена в этом. И вот как вы видите, фамилии, они все были команда. Все это именно команда, но не местная интеллигенция. Мы, местная интеллигенция, не можем быть обязательно командой. Мы были и оппозицией, мы были и отстранены, и удалены, и приближены, и всяко разно. Но нас объединяет это нескрываемое, устойчивое желание быть полезным своему, служить своему народу. У них вот такого, я считаю, как мне показалось, по крайней мере, недостаточно. Это в основном люди, которые приехали по разным причинам в Янау и работали добросовестно в команде Ниелова. И поэтому наличие зала у нас национальной интеллигенции – это явная наша сильная, особенная сторона. И третье – это конкретная работа, у них стремление использовать очень сильный сгусток информации, синергетический, зрительный, музыкальный, слуховой, письменный, мультимедийный, даже мобильный. Там даже есть маленький зальчик, комнатка, где можно на фоне этого музея, их экспозиция, они там это крутятся, сфотографироваться. Селфи сделать, допустим, да? Ну, в общем, вот это стремление работать с посетителями очень сильно у них проявлено. И следующее, значит, все это красоту, все это удовольствие сделал фирма Амадео. Да, Амадео. Москва. Ага. У них даже карандаши, понимаешь, с надписью Амадея там распространяются. То есть все у них фирменно. И я переговорила с этими сотрудниками, взяла у них все телефоны, все контакты и сказала, что если у нас Николаев центр будет заинтересованность, мы с вами выйдем на контакты и сумеем организовать какие-то мероприятия, какие-то общие проекты, обменяться своими практиками лучшими и сделаем то, что нам всем будет полезно. Итак, благодарю вас за внимание.